Живе Беларусь! Живе! Живе Беларусь! Живе! Ну так атрымалось, что мне удалось дать интервью радио «Рация» как раз 26 чэрвеня про гэты день солидарности с катаванами. И я на великий жаль вымушаны был сказать, что в этот день в основном мы можем сказать только демагогичные некие речи, потому что практично все это починалось на моих очах в 95-м году. Як катавали ще рабочих метрополітена. Коли вам цікаво, на День волі пастарунок насупраць КГБ зацягнули вельмі творчого чалавека, які пасля і дагэтуль пасля выйграў міжнародныя конкурсы. І калі его бил там майор милиции, наносячи ему травму, он сказал казаць, что он человек. А что ему четко и ясно было сказано, что какие мы люди. В 96-м году это уже было зусім массово. Я кажу не ў прамову атрымання, я кажу навіта пра судовый дубінал, то, что вы бачили в 2020 году. Ну а все эти годы так это все и шло. А в 2020 году это было просто поставлено на конвейер. И достаточно шмат в Беларуси есть людей, день яких я вельмі мягко комментую, потому что мы все адзіны, которые памятают досконно людей не только скатаваных, але які стали инвалидами. И самое страшное в нашей ситуации, что завтра будут катавать Беларусь, послезавтра будут катавать Беларусь. И так далее. И размова идет давным-давно про сотни тысяч людей, которые сами по-особому. И это сапраўды страшно. В такой ситуации вешается народ. Сегодня у нас 28 чэрвеня. Когда бы я был бы в Беларуси, хуже за все, делегация Руха Солидарности была бы как раз в городе Черень. Потому что зараз есть вельмі трагичная дата. Это 85 годов расстрельных колонн. Это одно из злочинств коммунистов Другой Сусветной войны. Бо после 22 чэрвеня, когда наступали немцы, когда чекисты бежали, они начали массовые расстрелы. Натурально эта тема абсолютно недоследована. А Рух Солидарности разом проводил завсёды в эти дни поездки в вёску Касута, где был первый расстрел Вилейской турмы, в вёску Миколаева, где был цалком знищена колонна Глубокской турмы. И разом со всеми, разом с поляками, разом с литовцами мы ехали в Червень, где еще Белорусский народный фронт поставил крыжи. В Червине закончился лёс, Тыкова гнали с Вильни, Тыкова гнали с Менска, а уже Рух Солидарности разом колесник. Мы поставили крыжи по шляху вот этой менской колонны, потому что расстреляли на тракторном заводе, расстреляли в іншых местах. И все живые были краезнавцы, которые ведали всех этой урочища. Там мы поставили крыжи и про Синеполоцкой. Пытание абсолютно недоследовано. Сергей Ханжанков, это политвязень, один из основников Руха Солидарности разом, который провел 10 годов в мордовских лагерях. И он собрал материалы по 12 колоннах. Мы в 2011 году повинны были вот эти все 12 колоннов охопить своими мероприятиями. Мы это наметили. Олеж был брутальный разгон площади 2010 года. Началось репрессии массовые в Беларуси. А когда я уже вернулся в Беларусь, я уже наведывал, Сергей Николаевич был в шпиталях, потому что онкология. И уже когда он вышел, так, я уже только присутствовал на его поховании. Тому сегодня в основном там в интернете ГБшный ссор, часто есть правды. У поляков лепшая информация про эти 12 колонн, но принято в советской мифологичной истории, что забито было 10 тысяч человек. Поляки стверджают, что значно больше. Лёс этой колонн так само розный. Уникальная червенская колонна Менская, которая в Червене была расстреляна. Там гибисты были наогул без документов. Они не знали, кто связнял кто. И просто пытали, какие у тебя артикулы. Кто догадался с политичных назвать, что он кого-то забил, так, что сестрал, его отпускали на свободу. А кто говорил политичный артикул, его расстреливали. Так рятовалось несколько десятков белорусского национального руха, которые все-таки зрозумели, что отбывалось. А в глубоком была жахливая речь. Там з'явилось, когда перешли про Свино, перегнали гибисты колонну, так, просто рама, самолет-разведчик немецкий, и керовник колонны загнал вёску Миколаева, это случайная вёска, это был шмат разов, всю колонну гибисты отшипили сидибы и просто с кулеметов поклали альбо 1000, альбо 2000 человек.
хотя габісты кажут 772. Почему я так стверджаю? Потому что первый раз, когда мы проводили там мероприятие, это был 2007 год, после этого за пенсию Сергея Коржанкова как раз было снято весь этот жахливый шлях Глубоцкой колонны. Бо там никто никого не сортировал. И как приехали, абсолютно выпадково мы записали уже старого человека, который сказал, хотя с ГБ я все скажу, потому что он подлетком все это бачил. И это, он когда рассказывал, он плакал. И это, заправды, все страшно. Их расстреливали, добивали штыками. А после сказали белорусским селянам, как ховали. И вазами люди возили. И зараз там поставлены помники. В той час, пока еще не было Лукашенко. И там люди еще збирались. И одно из самых страшных, что сказал этот дед, який все життя в России на заводе пропрацевал, и он сказал про свою вёску. А наши, когда уходили, они всю вёску спалили. Потому что еще одно злочинство коммунистов, где могли еще полили вёски, вот, как это не дошлось никому немцам. И в люди в землянках, вот его семья, урятовала криминальника с глубокого, не политичного, а просто криминальника. Его за кое того, что штыком проткнули, отрезали в тих страшных умовах ногу, так, а лишь он выжил. Я еще специально спитал, говорю, а кто он был там? Так говорит, да не, наш тутейший белорус. Жахливо. Чому? Тому що немає ніякої справедливості. Вельми тяжко було проводити ті акції. А лише ми зараз в горшій ситуації. Тому що такі акції сьогодні просто немагчимо в Білорусі. А ті люди, вони, наші люди, і пам'ять про їх повинна все-таки застатися, бо нельзя, як наших людей забили так массово і забилися все про це. Особливо тепер. Вот тут кажуть, класно, що про Білорусь зараз кажуть. А я, коли перший раз почув Мадзяра 500 метрах на території Білорусі, одразу пригадав, як виглядає дрон. Він абсолютно нічим не відрізняється тої рами німецької, за якою розстріляє Глубоцьку колону. Навіть наказали керівника цієї колони, тому що навіть цю колону не треба було розстрілювати, а лише стріляли. І зараз, а майже нема кому про це сказати. Сьогодні абсолютно страшно. Потому что вы ведаете, никто на вас в свете не ведает, что двое суток занимались, это абсолютно уникально, две старые почвары, Лукашенко и Путин, на Валдаї. Відомо, что эта встреча закончилась только потому, что Лукашенко полетел кудись в Азию, в три країни. Абсолютно некие таємні зустрічі, що нагадує той час, який був напередодні перед Другою Світовою війною. І Білорусі ще знов-таки оказываются в страшной ситуации, потому что вы бачите конфликт между Польшей и Украиной. И самое страшное, что белорусы, маючи свой народ в абсолютно катастрофичной ситуации, Женя Кимшинов спробует там нечто комментовать и быть судьями. Это уже наогул. Выше всего, что только диаспора тут робила за последние 6 годов. Страшно. Тому еще раз звертаюсь до вас всех. Нельзя все-таки забываться про то, что реально есть и было в Беларуси, бо будут страшные новые ахвяры. Мы давно запрошали, сегодня после вот этой импрессы, я не ведал, что будет так спекотно, это откладалось несколько разов, отбудется сход сябров прихильников Руха Солидарности разом в Белорусском доме в Варшаве, Клиничная 6. Мы не можем тут в отрозмят боротьбе, коли мы были с ГБшными структурами Беларуси, проводить акции по ушанованию тих же памяти расстрелянных колонов. Так отрымливается. Это тема супраць ГБЯ, и вы разумеете, что отбывается. А лишь заява про этой колонны будет принята, как белорусы про это не забылись. Так само будет даденный проект заявы, потому что абсолютно массовая вербовка людей, про свояков и родичев, яких переследуют в Беларуси. И чему если про эту проблему вельми мало кажется, вы все знаете, что по всех ходят. И сколько тут хистается, вы так само ведаете. И так само будет еще там принята уже за все одна заява, а лишь самое головное не это. То, что мы робили в Беларуси, я еще раз подкреслю, там не было ни водной лишней акции. Это была вельми тяжкая борьба. Тут сдается свобода, во всяком разе арестовать вас не могут. Это абсолютно правильно. И вельми тяжко, коли люди починають казати ніякі речі,
которые абсолютно не пересекаются с той жахливой рэчаіснасцю, в якой жыве беларускі народ. Бо сапраўды Беларусі страшна, вы самі лепш меня про это ведаеце, можете мне рассказать. И по своих семьях, по своих знакомых, кто с политвязнем, их, кто сидел, может рассказать. И мы снова стыкаемся с той страшной ситуацией, как по этих расстрелянных колоннах. Габьевич сейчас робила, никто про это ничего не знал. Люди с тяжкостями пронесли память минимум про 10 тысяч забитых белорусов про все этой годы. Вот 85 годов юбилей. А что? Забитые зараз в тюрьмах не такі же лёс мають. Абсолютно нельга в нашей ситуации забитых нашими ворогами робить забытыми. Потому что далее будут вельми жахливые подеи. Мы мало что можем зробить, когда занимаемся с демагогией. А лишь то, что можно зробить, мы зробить все-таки обовязаны. Бо кого-кого, а инвалидов, які стали такими инвалидами, именно этим выглядит катованием в Беларуси, я ведаю сотни людей особисто. И, на жаль, яны нікому не потрібні. Бо другие у нас, як ви бачите, есть сегодня задачи, люди спрашиваются, ці мы повинны так, быть в каком-то месячном круглом столе с лукашенковской бандой, альбо другой вариант, давайте вот разом с бандой будем захищать Беларусь. И то, и другое полный маразм. Потому что банда знішала белорусскую нацию, знішає и будет знішать. И апошние подеи, думаю, развеяли апошние иллюзии. Коли люди были, так, что хтось, яка-то країна, штось зробить для белорусов. Не бывает добрых ракет, которые летят. Не бывает добрых дронов, которые летят на твою землю. Не бывает доброй ядерной зброї, яка летит на белорусскую землю. Это зовсім не добро. Добро – это наша Конституция, это Декларация прав человека, это сам белорусский народ. Тому закликаю вас, давайте будем разом, як би тяжко сьогодні не було. Живе Беларусь! Живе вічно! Живе Беларусь! Живе вічно! Живе Беларусь! Живе вічно!